Никаких баннеров, пресс-волов и прочих элементов светскости. Лишь маркерами на ватманах обозначенное название мероприятия и даже сама локация. Когда-то это будет считаться первой вывеской Национальной картинной галереи. Внутри десятки картин абхазских художников. Все в одном зале на втором этаже. Работы перебиваются натуральными декорациями. Такова первая в истории современной Абхазии выставка в картинной галерее. Сегодня произошла такая для нас магия. В этих стенах появились работы, картины. И главное, что вот когда появилась первая картина, это было очень интересно, когда ее повесили. Такой исторический момент, я считаю. Среди гостей множество горожан, как из творческой среды, так и любителей искусства. В воздухе немой вопрос, какова все же судьба здания и продвинемся ли мы дальше вот таких выставок. А главное, спасем ли большой картинный фонд страны, отвечает на вопрос министр культуры Гудиса Агарба. Есть понимание, есть обеспокоенность, большая, высокая обеспокоенность высшего руководства страны в необходимости восстановления объекта для картинной галереи. На данном этапе могу вам сказать, что активно обсуждается вопрос изыскания возможностей восстановления. К сожалению, за весь послевоенный период такой возможности не было. И, как вам известно, сегодня с учетом пандемии и целого ряда других объективных обстоятельств, возможности у государства своими силами за счет внутреннего резервных бюджетных средств восстановить данный объект на сегодня не представляется возможным. Поэтому на этом этапе изучается вопрос возможности включения в инвестпрограмму. При этом, не забегая вперед, хотел бы сказать о том, что насколько это возможно и как быстро это произойдет, на данном этапе очень сложно говорить. В ближайшее время, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев будет у нас точная картина и точное понимание. Что касается проекта будущей Национальной картинной галереи Абхазии, то есть разные мнения и предложения, отмечает министр культуры. К примеру, наши коллеги, представители и сотрудники картинной галереи, художественное сообщество, они рекомендуют при восстановлении, ссылаются на мировые стандарты и с учетом объемов тех работ, тех ценных работ, которые у нас есть, они рекомендуют восстановить объект, построить объект, как минимум 5-6-этажный. То есть, согласно тем объемам, которые у нас есть, и согласно общим принятым стандартам, рекомендуют нам на данной территории восстановить 6-этажный объект. Это будут разные залы, это будет хранилище по всем необходимым стандартам и так далее. В данном случае говорить об этом крайне сложно в силу того, что у нас есть объект, он двухэтажный, либо будет принято решение восстановить его, определить межкомнатные перегородки, сделать большие залы, определить зону для хранения работ, либо подключаться к серьезному проекту, как предлагают нам наши художники. Это 5-6-этажное здание. Какой он будет формы, как он будет выглядеть, все это будет обсуждаться, конечно же, с нашими художниками. С благодарностью к организаторам выставки, помимо Министерства культуры, обратились также директор Национальной картинной галереи Сурам Саканя и советник президента по вопросам науки и культуры Нугзар Логуа. Спасибо всем, кто организовал сегодняшнее мероприятие. В вашем лице, дорогие наши коллеги, мы с удовольствием будем поддерживать вас во всех ваших начинаниях. И это хорошее начинание. Подрастает уже будущее поколение, новое поколение совершенно, которые за нами, за вами уже идут. Так что у нас есть надежда на то, что в ближайшее время будет, наверное, восстановлена все-таки Национальная картинная галерея Абхазии. Дай Бог успехов всем нам. Интересным эпизодом из жизни самого здания, в котором сегодня проходит выставка, а когда-то, возможно, случится полноценная картинная галерея, поделился ее директор Сурам Саканя. До 1921 года это была женская гимназия. Перед этим
Значит, 1905 года это мужская, потом, значит, женская гимназия. Но с 21 года, конкретно год более точно не могу назвать, но это здание было превращено, скорее всего, значит, в лечебницу. Именно в этой лечебнице в 24 году знаменитый наш поэт Ю Аббасович Когоня лечился здесь, в этом здании. И когда, значит, перед смертью он захотел увидеть своими руками воспитанных коней, лошадей, а он был большим любителем и спортсменом, можно так сказать, и его земляки, однофамильцы, в 2024 году из Кутола на конях приехали, буквально вот на этой улице, которую мы с вами сегодня называем улица Пушкина, они здесь, значит, показали конное состязание. И он через одного из этих окон смотрел, любовался, а после которого, вы знаете, он долго не прожил и умер. То есть перед смертью он увидел своих родных коней. Фонд картинной галереи директор ЦВЗ Эльвира Арсалия называет уникальным, отмечая сожаление по поводу нерешенной за 28 лет проблемы, при этом говоря и о положительном контексте сегодняшней выставки. Роль сегодняшней акции – это очень важный дополнительный компонент информационный к тем письмам, обращениям, я не знаю, просьбам обратить внимание на эту проблему, которые были все эти годы. И что очень важно, если здесь прошла сегодня выставка, и она привлекла людей, значит, не возникнет мысль, что здесь может быть какое-то другое заведение, очень важное, но которое не будет выполнять прямые функции картинной галереи. И мне, на мой взгляд, вот роль сегодняшней акции – это запечатлеть у всех горожан, то есть в наших головах, о том, что здесь картинная галерея, которая скоро построится. С появлением картинной галереи станет возможна работа постоянной экспозиции абхазских творцов разных лет. Однако, чем дальше мы от отправной точки, в тем худшее состояние приходят тысячи творений авторов с мировыми именами. Терпение картин и скульптур, к сожалению, ограничено. Элеонора Гилаян, Георгий Кутарба, Абаза ТВ.